Вы знаете, как бы, во-первых, эти народы были самые многочисленные на тот момент на Кавказе. Самые многочисленные. Я здесь не разделяю адыго-абхазский мир, я считаю его единым миром, как и нахско-дагестанский. Это два крыла Кавказа. Адыго-абхазская как бы культура и нахско-дагестанская культура. И несмотря на то, что мы друг другу родственны, как бы адыги и абхазы родственны друг другу и в войнах с дагестанцами, мы еще между собой, два крыла Кавказа, очень тесно переплетены. И именно эти народы, которые, во-первых, оказались многочисленными, которые переживали некоторый подъем и попытку освоить равнину, то есть после нашествий монголов, после нашествий Тамерлана, наши народы начинали выходить из ущелий, начинали осваивать равнину, чтобы хоть как-то прокормить растущую численность. И уже в горах не хватало ресурсов, земельных наделов, чтобы кормить растущее население. Выход на равнину совпал по времени с приходом на эту же равнину Российской империи. И вот эти два встречных вектора, да, тех народов, которые уже начали осваивать равнину, они породили ожесточение этой Кавказской войны. Ожесточение, потому что у этих народов уже начала складываться какая-то более-менее оформленная государственность. И когда вот ты ломаешь, да, как империя ломает встречное движение, которое готовилось, вызревалось веками, это порождает страшное напряжение, которое вылилось в то, что Россия на Кавказе завязла в самую долгую войну за свою историю. Россия ни с кем, ни со шведами, ни с немцами, ни с японцами, ни там, я не знаю, с кем она еще воевала, ни с персами, ни с турками не воевала столько беспрерывно. Вот безостановочно шла война. Самая долгая война, это, конечно, это российско-кавказская война. Что касается других народов Кавказа, которые меньше оказались вовлечены в Кавказскую войну, это опять-таки связано с естественным ходом истории, или они оказались на тот момент запертыми в горных ущельях, и у них еще не было такого вектора выхода на равнину, у них еще не было готова общественная структура к тому, чтобы выходить на широкие просторы, и они не сталкивались, у них не было в сознании еще такого противоречия с идущим навстречу вектором российской экспансии. Но как бы то ни было, все народы Кавказа, не только дагестанцы, войнахи, адыго, абазинская, абхазская ветвь, принимали участие. Принимали участие и карачаевцы, и принимали участие и ингуши, и принимали участие и осетины, поскольку на тот момент осетинская знать, как и абхазская знать, они уже были в исламе, и они хотели сохранить свое пространство, да, свое пространство власти, свое пространство убеждений, свое пространство мусульманского образа жизни. И мы видим по количеству ушедших, да, в хиджру, что ушли не только черкесы, адыги, да, не только чеченцы и дагестанцы, ушли в огромной степени абхазы, причем это ушли, как бы ушла абхазская элита, потому что на тот момент именно элита под влиянием османского султаната уже была принявшая ислам. То есть княжеские фамилии Абхазии. Это тоже, скажем, привилегированные фамилии Осетии, которые, осетинского общества, которые тоже уже успели принять ислам. Муса Кундухов, пожалуйста, один из, значит, людей, который инициировал движение мухаджирства и показывал дорогу на Ближний Восток. Поэтому как бы Кавказская война коснулась всех народов в той или иной степени, но больше она, как бы большим напряжением сил она легла на плечи тех народов, которые выходили в этот момент на равнину и боролись за свое жизненное пространство, потому что в горах прокормить растущее население было невозможно. Вот. Что касается горских обществ, вот это удивительно, что от обществ южнее Самура,
те, которые сегодня остались в Азербайджане, горские народы, да, говорящие на дагестанских языках, лезгины, аварцы, рутульцы, цахуры, крызы, будухи, хинологии, джеки, хапуты. И завершая племенами Западного Кавказа, это те же самые убыхи, садзы, абхазы и так далее, они были организованы по единому принципу. То есть были вольные общества, были независимые общины, которые выстраивали свою политическую и общественную жизнь самостоятельно на основе, во-первых, своих религиозных убеждений, будь то христиане или мусульмане, и на основе адата. А адат был настолько детально регламентирован, что он утвердил намного раньше, чем это произошло в Европе, разделение властей. То есть кавказский адат требовал, чтобы в вольных обществах было разделение властей на законодательную, это народные собрания, когда весь народ собирался и утверждал какие-то нормы, законы для этого общества, на исполнительную, когда на 2 года, на 3 года выбирали тех, кто управлял этим вольным обществом, да, этим джамаатом, как дагестанцы называют. А через 2-3 года его меняли, чтобы не произошло узурпации власти, чтобы не произошло консолидации власти в руках одной семьи. И, наконец, судебная власть, когда или по адатам, или по религиозным нормам осуществляли суд. И вот это разделение властей, да, а еще исполнительная власть делилась на гражданскую в мирное время и военную, когда военного предводителя выбирали только на период походов, только на период подготовки ополчения. И вот кавказцы, долгое время оберегавшие, веками оберегавшие вот этот порядок, разделение властей, сохранение своей личной свободы, борьба с ханствами, которые пытались одной фамилии, одной семье все это подчинить, она общая для Кавказа. Напряжение этой борьбы, оно общее для всех народов Кавказа. И вот именно в этой борьбе, в этом противостоянии мы вышли к рубежу, когда началась Российско-Кавказская война, да, война с царской империей. И так оно случилось, что вот этот противоборствующий кавказский такой субстрат, этот кипящий кавказский котел вышел на рубежи новой войны, и первый бой царским властям дали князья кавказские. Это и кабардинские князья, и дагестанские ханы, и князья самой Абхазии. Но после того, как в первых битвах князья проиграли, они перешли на царскую службу. Многие получили там полковничьи генеральские погоны, получили жалования. И дальше уже вся тяжесть дальнейшей борьбы с экспансией царской империи легла на плечи простых горцев, вольных горцев, которых на Восточном Кавказе называют уздени, то есть от слова «özda» — свободные, «азад», да, свободные горцы, вольные горцы. И долгие десятилетия эту войну на своих плечах выносили свободные горцы, а княжеские фамилии уже были ханские фамилии были фактически на царской службе. Вот. И для князей война, первая попытка отстоять свою государственность, война с Россией, это была вот как раз попытка сохранить свои владения. Когда они поняли, что свои владения в качестве владетельных князей они не способны отстоять, они перешли на царскую службу и получили гарантии сохранения своего привилегированного положения. А для горцев, простых горцев, это была война за продолжение своего выживания и существования. Почему? Потому что это очень тонкий момент, его нужно объяснить. Кавказское общество очень сильно отличалось от того, как было организовано российское общество, и от того, как были организованы общества на Ближнем Востоке. Потому что, в отличие от крепостной России, в отличие от деспотичных режимов Ближнего Востока, на Кавказе человек был не просто, горец был не просто земледельцем, он не просто обрабатывал землю, он был землевладельцем, то есть у него в собственности был надел земли, который делал его свободным человеком. Если у тебя была земля, ты мог кормить свою семью, ты был мужчиной, ты был горцем, ты имел право голоса, ты был гражданином своего микрогосударства. Если у тебя земли не было, ты был никто. Ты попадал в другой разряд подневольных. Да?
которые вынуждены были работать на чужой земле. Поэтому сохранить свой надел земли для горцев это было на уровне, знаете, сохранения своей чести и сохранения своей жизни. Поэтому напряжение Кавказской войны как бы долго пытались царские чиновники, летописцы, офицеры описать. С чем связано такое сопротивление? Оно было связано не только с религиозным фанатизмом мусульман, как они писали, да, что вот эти хищники, мусульмане, они показали миру последний всплеск исламского фанатизма. Это летописи русских офицеров царских. Это было связано не только с требованием религии бороться за свою свободу. Оно было связано с фундаментальнейшим пониманием горца, что нужно коренными зубами держаться за свою землю, иначе ты перестанешь быть человеком, иначе ты перестанешь быть мужчиной. И вот это вот совпадение требований ислама и требований горской культуры, этики, вековой, спрессованной, что нужно бороться за свою свободу, за свою землю, оно породило вот это вот страшное напряжение Кавказской войны, с которым на протяжении почти века не могла справиться царская империя. Да, конечно, царская империя, когда пришла на Кавказ, она не понимала, с кем она столкнулась. Они думали, что они смогут покорить горские народы, как они покорили Закавказье, как они покорили впоследствии Среднюю Азию, как они покорили Казанское и Астраханское и Сибирские ханства. Но оказалось, что здесь люди другой закалки, другого качества. Да, ханы, князья, уцми, майсумы, эмиры Кавказа после первых столкновений быстро покорились и перешли на царскую службу. Но горцы, вольные горцы, уздени, это настоящее сокровище Кавказа, это настоящие уникальные просто примеры героизма Кавказа. Это то, чем Кавказ должен гордиться, это наше достояние. Они вдруг всему человечеству показали, как сказал Энгельс, народы мира, учитесь у горцев Кавказа, на что способны люди, жаждущие остаться свободными. И, конечно, такие образцы героизма были у других народов. Были вон самураи, были, пожалуйста, опять-таки славяне, были европейцы. Но в таком концентрированном виде, уже в просвещенном мире, да, уже в развитой человеческой цивилизации, кавказцы одни из немногих, кто сохранил в таком нефильтрованном, чистом, спрессованном, концентрированном виде эту волю, любовь к свободе и жертвенность ради своих идеалов. И царская империя это осознала только впоследствии, через многие десятилетия, когда горцев начали описывать поэты, писатели, владетели русского слова, летописцы, хронографы и так далее. Когда начали описывать качество, структуру, принципы организации вольного общества. И как любая империя, царский режим, скажем, да, царская элита российская, она просто начала подкупать горцев. Горцы, несмотря на всю свою сконцентрированность и волю к свободе, они тоже оказывались людьми со своими слабостями. Находили среди горцев людей со своими слабостями, подкупали их, подкупали даже ученых на Кавказе. Вот один из ученых на Кавказе, учитель имама Шамиля, был подкуплен. Ермолов писал в своих хрониках: вы даже не представляете, с каким усердием он начал сотрудничать с нами, усугубил свои старания к сотрудничеству с Российской империей, передаче российским властям, российскому командованию сведений о том, что происходит внутри имамата, после того, как он узнал, что мы ему определили жалование. То есть ученый начал получать деньги от царской империи, и усугубил он свои усилия к тому, чтобы снабжать Российскую империю своей, значит, конфиденциальной информацией о том, что творится в имамате. Естественно, среди горцев, среди офицеров, то есть среди воинов, наибов, мюридов были люди, которые покупались на это и начинали отходить от Шамиля, и они получали жалования и более гарантированные условия развития своей карьеры в ранге офицеров и генералов царской армии. И во многом это переломило ход Кавказской войны.
потому что у имама Шамиля не было столько ресурсов, чтобы обеспечить амбиции, во-первых, обеспечить потребности самой войны и развитие имамата, и обеспечить, там, я не знаю, образование, уход за здоровьем, там, сельское хозяйство, производство оружия, производство всех предметов быта, и одновременно обеспечить растущие амбиции элиты самого имамата и растущего населения имамата. Эта разница в ресурсах определила исход Кавказской войны. Царская империя, она уже не была русской империей, потому что русским народом уже управляли все кто угодно. Рюриковичи, это викинги, потом немецкая кровь в огромном количестве влилась в царскую фамилию. Вы посмотрите только на название. Петербург – это немецкое название, Петергоф – это немецкое название. Огромное количество немцев, Клюге фон Клюгенау, пожалуйста, на Кавказе, который воевал, барон Розен, они все немцы. То есть покорение Кавказа вели немцы, немецкие полководцы, вели грузины, вели армяне, князь Мадатов, князь Цицианов. То есть эта война была имперской против Кавказа, она не была войной русского народа против кавказских народов. Поэтому называть ее русско-кавказской, я считаю, неправильно, потому что сам русский народ, находясь в крепостничестве у царской элиты, он сам страдал от попирания своих прав и ограничения своей свободы. То есть русский народ на тот момент, он должен был быть союзником кавказских народов. Если бы не железная воля царской империи, Российской империи. Российская империя поработила сначала русский народ. Я рассказывал, как русские цари, сначала московские цари, вернее, покорили вольный Новгород, покорили вольный Псков. Я вообще сторонник более демократичного развития. Если бы это не победа московских царей, может быть, история России шла бы по другому пути, более открытому, более демократичному. Хотя верующий человек не может говорить «могла бы», у нас нет сослагательного наклонения. На все воля Всевышнего. Но я бы очень хотел, чтобы в России победила логика Новгородской и Псковской республики, а также вольных обществ Кавказа. Это сделало бы Россию более демократичной страной. И я хотел бы, чтобы эта логика победила и в Закавказье, чтобы сделать Закавказье более демократичным, потому что это гордость и цвет каждого народа. Подобные образцы демократического управления были и у тюрков, были и у грузин, были и у армян, и я считаю, что должна побеждать именно эта логика свободы, равенства, справедливости. Именно поэтому я не называю эту войну русско-кавказской. Потому что русский люд, русский человек, трудящийся на земле, он в этой войне должен был быть на стороне свободы, справедливости и защиты своей свободы и свободы кавказских народов. Я не использую слово «геноцид», поскольку это очень страшное оружие массового поражения. То есть это оружие, которое массово поражает сознание людей и заставляет их на долгие века жить в парадигме противостояния. И я бы не советовал использовать его, я это и армянам советовал, когда они говорят о трагедии 1915 года, не используйте слово «геноцид», потому что однажды, запустив слово «геноцид» на Кавказ, вы на долгие века запускаете ненависть и противостояние. Были войны, были восстания, были массовые жертвы, но не используйте слово «геноцид». И я считаю, что нужно говорить о страшных трагедиях Кавказской войны, о страшных трагедиях и жертвах сталинской депортации, об уроках, которые мы должны из этого извлечь, о ранах, которые мы должны залечить, исключить целые народы из развития государства, как были исключены адыги, как были исключены значительные части абхазского населения, как были попытки исключить чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, крымских татар из логики развития советского государства. Я считаю, что на тот момент для руководства стран Российской империи и советского государства это были непозволительные, недостойные шаги. И мы должны как бы извлечь из этого уроки, и сами кавказцы должны добиваться того, чтобы подобных трагедий больше никогда не повторялось. Потому что и мухаджирство это тоже была депортация.
И это пришло в голову не только самим российским чиновникам. Дело в том, что в отношении славянского населения тоже применялись такие методы. И просто царские офицеры и чиновники, а потом уже и сталинские, они просто переняли эти методы, которые применялись в других регионах, и в том числе по отношению к славянам. Но я считаю, что как мир осудил чудовищные преступления против человечности, точно так же должны быть осуждены преступления сталинской эпохи. Я понимаю вот такую зацикленность кавказских народов на этой трагедии, потому что я сам часть этого мира. Я понимаю, какими жертвами далась нам Кавказская война, каких героев, титанов мы взрастили, да? Эта война еще до сих пор свежа в памяти наших народов. В отличие от войн с монголами, в отличие от войн там, с персами, эта война еще свежа в нашей памяти. И она будет свежа еще не одно десятилетие. И как бы российскому государству нужно работать очень осторожно с этим уровнем исторического самосознания кавказских народов. Но я предлагаю смотреть на эту войну не как на тупик нашего сознания, не как на крах культуры наших народов, не как на крах кавказской цивилизации. Многие сегодня так подают, что вот это был геноцид народов Кавказа, преднамеренное уничтожение. Я вам скажу, что царская империя, Российская империя, в отличие от некоторых других государств, не ставила себе целью тотального уничтожения народов. Она ставила себе цель интеграции этих народов. Да? То есть цели тотального уничтожения, просто этноцида, не было. Но раз уже эта война произошла, раз уже эти трагедия эта случилась, раз эти жертвы уже были привнесены, они найдут свой удел у Господа, они найдут свою награду и воздаяние у Господа. Но давайте признаем, что страшные войны были в истории и других народов. Страшные войны были в истории тюркских народов, когда погибало огромное количество населения того или иного тюркского государства. Их было огромное количество за всю историю тюркского сообщества. Страшные трагедии были в истории европейских народов, в истории славянских народов, в истории русского народа. Сколько они защищали независимость и свободу русского народа в боях там с немецкими рыцарями, да, со шведами, с монголами. Они выстояли, они понесли большие потери, они выстояли, они развиваются сегодня дальше. Потому что они не упирались в этот тупик и не зацикливали все свое сознание только на своих трагедиях. Каждый народ понес чудовищные потери. Да. Мы не должны сейчас мерить, сколько процентов у нас погибло, сколько процентов у них. Эти трагедии одинаково переживались каждым народом. Но Кавказу нужно выйти уже на новые горизонты. Кавказу нужно понять, что, отталкиваясь от этой трагедии, мы должны думать дальше, с чем мы остались. Да, мы расколоты. Да, огромная часть кавказцев выброшена за пределы Кавказа. Они проживают в Турции, как наследница османского государства. Они проживают в Иордании, в Сирии, в Саудовской Аравии, даже в Израиле. Они проживают в Ираке, проживают на Балканах, где было присутствие, влияние было османского государства. Сегодня они рассеяны в Европе, рассеяны даже в Северной Америке. В государствах Средней Азии после депортации осталось много кавказцев. Давайте смотреть на это как на приобретение. Как на приобретение. Война закончена, итоги подведены. С чем мы остаемся? Наши народы рассеяны, но мы можем иметь через них доступ в тюркоязычный мир, в арабоязычный мир, в Среднюю Азию. Мы должны налаживать связи, мы должны все силы бросить на то, чтобы восстановить связи с частями наших народов, рассеянных по всему миру, чтобы начать собирание наших народов в единое самосознание и развивать экономические отношения. Это сегодня самый главный движитель развития государств, развития народов. И, например, дагестанцы,
у которых часть осталась, там десятки тысяч, почти сотни тысяч дагестанцев остались в Средней Азии. Это возможность через дагестанские общины развивать отношения с Казахстаном, с Кыргызстаном, с Узбекистаном, с Туркменией. Такая же возможность есть у адыгов развивать отношения с Турцией, с арабским миром. Это уникальная возможность через своих послов, амбассадоров, да, какими являются наши земляки в различных государствах, брать самое лучшее с каждого из этих государств, привлекать инвестиции, развивать образование, давать детям образование. Допустим, я сегодня могу смело отправлять своих детей получать образование, к примеру, в Казахстане. Или, к примеру, в Азербайджане, где тоже огромное количество дагестанцев проживает. Или отправить их на учебу там, в Турцию или в Западную Европу. И быть уверенным, что за ними присмотрят наши земляки, родственники. Это же богатство, что Кавказ оказался выброшен из ущелий. Да, трагедия, да, потери. Но мы сегодня приобрели присутствие в огромном количестве стран. Вспомнить хотя бы, как адыгская военная элита управляла Египтом. Да? Вспомнить хотя бы, как оказались переселены в Европу чеченцы. Да? Они в массовом количестве переселились туда из-за 2 войн. Сегодня все эти страны оказались для нас открытыми. И наши земляки научились в этих странах получать доступ к благам, к развитию бизнеса, к получению образования, к медицине. Я думаю, что Кавказ сегодня должен развиваться многовекторно, а не жить в таких тупиках своего сознания, продолжая вновь и вновь купаться в этой трагедии, в водах такой горечи и тоски. Кавказу нужно открывать свое сознание и идти дальше. Я бы начал с того, что процитировал слова одного кабардинца, он репатриант, он вернулся по-моему, из Турции, он вернулся в Нальчик. Я с ним беседовал на одном из молодежных форумов, он говорит, мы приезжаем на Кавказ, и нам говорят, вы же стали турками, что с вами произошло, посмотрите, как вы себя ведете, как вы выглядите, вы стали турками, или арабами, если из Иордании приехал. А он говорит, а мы смотрим на кабардинцев, которые живут сейчас в Нальчике, в кабардинских селах, и мы говорим, а вы же стали русскими, посмотрите, как вы выглядите, как вы себя ведете, какой у вас образ жизни. Это, конечно, свойственно всем народам Кавказа. Понятно, что те, кто переселился в Турцию или те, кто переселился в арабские страны, они приобрели огромный налет турецкой и арабской культуры. Те, кто остался в России, приобрели огромный налет русского образования, русской культуры и русских каких-то норм поведения. То же самое я вот сейчас вижу лезгины, которые живут в Дагестане, и аварцы. Они живут по одним стандартам. Лезгины и аварцы, которые остались в Азербайджане, они даже говорят сейчас на русском языке с азербайджанским акцентом. У них и имена больше на азербайджанский манер. У них даже во время разговора на родном языке они тянут, речь, да, как вот с азербайджанским акцентом. Это естественно. Это естественно, в какой среде ты живешь, ты приобретаешь налет той культуры. И этот налет не должен отпугивать нас друг от друга. Говорит, да, посмотрите, во что он превратился, я с ним не буду общаться, он уже не чистый абазин, он не чистый абхаз, он не чистый черкес, он не чистый чеченец, он не чистый дагестанец, к примеру. От этого детского сада нужно отходить. Это наши народы. Это часть нашего народа, это часть нашего тела, которая на 150 лет, на 50, на 80 лет оказалась в другой стране. Общаясь с нашими земляками, соплеменниками за рубежом, понимать, что они сохранили такого, чего у нас не осталось. Во-первых, они сохранили более чистый язык, без влияния, скажем, советского такого наследия. Да? Они сохранили более чистый язык. Вот я разговариваю с лезгином из Стамбула, он потомок мухаджиров, они ушли после Кавказской войны, я вижу, что он сохранил язык намного чище, чем мы. Вот недавно я ездил в Кыргызстан, где в депортации оказалась половина моего рода, половина моего тухума, и огромное количество дагестанцев. Это лезгины, табасаранцы, агульцы, лакцы, аварцы, даргинцы.
Они оказались там в депортации в сталинские годы за чрезмерную религиозность, как казалось советским властям. Их выслали, чтобы они не мешали строить советскую власть в Дагестане. Но там они эту религиозность сохранили. И они сохранили более чистым язык. Я удивляюсь, я приезжаю туда, они говорят на сочнейшем, красивейшем лезгинском языке. То есть это осколок моего народа 30-х годов. Каким он был, таким он и сохранился. Естественно, мы должны восстанавливать утраченные пласты своей культуры, да, восстанавливать, перезагружать свою культуру национальную. Мы должны перезагружать свое духовное самосознание. Нельзя говорить, что вот только то, что у нас в Дагестане сохранилось, это и есть исконное как бы костяк нашей дагестанской культуры. Или, пожалуйста, в Абхазии. Потому что огромную часть абхазской культуры мухаджиры унесли с собой. Причем наилучшие. Да, это была элита абхазского общества. И то, что они сохранили, естественно, нужно пересаживать вновь, восстанавливать на почве самой Республики Абхазия и перезагружать нашу культуру. Вот. Кроме того, они же состоялись экономически, они же состоялись политически, карьеру построили. Они имеют доступ сегодня к развитию бизнеса, к развитию межгосударственных отношений, они имеют сегодня доступ к военной службе. И вот этот обмен опытом, перенятие опыта, это обогащение и без того малых народов Кавказа, вот тем опытом бесценным, который они получили в тех странах, оно поможет нам сделать наши республики намного сегодня сильнее, богаче, и чтобы они эффективнее развивались. Яркий пример, пожалуйста, сегодняшняя Чечня, когда Рамзан Кадыров использует потенциал чеченцев, проживающих в арабских странах. Сколько встреч было проведено и с чеченцами Иордании, и с чеченцами Сирии. Он использует через них связи с элитами арабских стран, с Королевским домом Иордании, с Королевским домом Саудовской Аравии, с властями других стран, в том числе и в Турции. Огромное количество чеченцев проживает. И Рамзан Кадыров приезжает и в Турцию, и налаживает отношения с турецкой элитой. Кроме того, чеченцы сегодня баллотируются даже в Европарламент в странах Европы. Они вошли в городские собрания депутатов в тех городах, где они живут. Они баллотируются в национальный парламент, они баллотируются в Европарламент. Это одна из мощнейших политических структур современного мира, Евросоюз. Да? Уже чеченцы там играют одну из заметных ролей. И эти все осколки чеченского народа, они сегодня как единый оркестр, да, как единый ансамбль, они работают на более эффективное развитие Чеченской Республики. И каждая республика Кавказа может это повторить. И она обязана это повторить, потому что если мы отвергаем наших мухаджиров, если мы отвергаем наших депортированных земляков и соплеменников, это приведет к умиранию, угасанию нашего народа. Почему? Потому что народ не может жить наполовину разрубленный. И через обогащение нужно добиваться нового уровня развития наших народов, но не через противостояние, не возвращаясь к тому противостоянию, которое было в XIX веке. Ведь Россия именно этого боится. И государства Закавказья тоже боятся, что вновь будет перезагружено такое противостояние друг с другом. Я считаю, что от этого нужно уже уходить и нужно переходить к новому уровню развития, когда мы работаем на большее процветание, обогащение и безопасность тех государств, в которых проживают наши земляки. Это Россия, это Абхазия как независимое государство, это Азербайджан, где живет большое количество представителей дагестанских народов, это Грузия, где проживают чеченцы, проживают дагестанцы, проживают осетины и в том числе абхазы. Сегодня перед нами встают уже задачи другого уровня, потому что время изменилось, и политическая ситуация, и отношения с Россией, с соседними государствами Закавказья, оно принципиально изменилось. Поэтому мы должны говорить совершенно о новых реалиях нашего времени.